Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я Ольга Могучая. И сегодня гость нашей программы Ольга Охремчик, начальник научного экспозиционного отдела Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова. Здравствуйте, Ольга Геннадьевна. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о выставочной деятельности музея. Что это такое, какие цели и задачи? Прежде чем рассказывать конкретно о выставочной деятельности, я бы хотела сказать о том, что вся деятельность музея, она базируется на трех составляющих основных, на трех китах. Первый кит, без которого невозможен никакой музей, это фондовая работа, научно-фондовая. Это сбор материала, изучение и учет этого материала. Второй основой является как раз экспозиционно-выставочная деятельность. Вот этот обработанный научный материал, его нужно представить. Представить либо в экспозиции в стационарной, либо в выставочном каком-то проекте. И третий кит, на котором базируется выставочная деятельность, вся деятельность музеев, это, конечно, культурно-образовательная работа. Это экскурсионная работа, это мастер-классы, которые проходят на экспозициях, это, может быть, какие-то концерты, это вечера и так далее и тому подобное. И только совместно все эти три деятельности, они дают музей, который мы называем музеем, мы любим музеем, и можем сказать, что эта деятельность, ни одна из них не может являться основной. Ни фондовая, ни экспозиционная, ни культурно-образовательная, только все три вместе. А выставочная деятельность или экспозиционная – это как раз возможность и необходимость представить зрителю накопленные поколениями музейщиков, сокровища, которые хранятся в фондах музея. Представить их так, чтобы было понятно, что это такое, для чего это такое, в хронологическом ли порядке или в тематическом каком-то порядке. И таким образом способствовать популяризации историко-культурного нашего наследия. Ольга Геннадьевна, этот год, 2016, для нашего музея юбилейный, исполнилось 85 лет. Вот скажите, какими выставками он отмечает свой праздник? Да, действительно, 2016 год для нас очень знаковый. Во-первых, в 2016 году сейчас завершается строительство нового здания музея, чему мы очень рады. Но, кроме того, мы также продолжаем представлять зрителю наши коллекции в старом здании музея. И 2016 год мы отмечаем очень крупными федеральными и всероссийскими проектами. У нас 2016 год был отмечен замечательным проектом, который запомнился нашему зрителю совместно с Самарским центром культуры. Проект назывался «Гималаи Тибет». На этой выставке было представлено около 175 фотографий, каждая из которых была результатом целого месяца восхождений. То есть прежде чем создать некую панораму Тибета или Гималаев, фотографы, они же альпинисты, совершали восхождение и дали нам возможность зрителям увидеть уникальные кадры, панорам вот этих Нам эти работы были привезены? Да, эти работы были привезены из Самары. И мы их экспонировали в течение 1,5 месяцев у нас. И такой замечательный был проект, что мы бы хотели и в дальнейшем сотрудничать с этим центром. У них есть не только по Гималаям Тибету проекты, но и другие не менее интересные. Кроме того, мы могли увидеть улочки Катманду, Лхасы, какие-то обряды, которые которые такие редкие и для нас, азиатского, европейского зрителя, совершенно недоступные нашему взору, как, например, свадьба в Катманду, или там и дети играют на улицах этих городов. Ольга Геннадьевна, а как оценили наши зрители эту выставку? Какая была посещаемость? Посещаемость была очень высокая, и мы оцениваем всегда по книге отзывов.
какое впечатление производит тот или иной проект, та или иная выставка. И отзывы были: «Спасибо большое, я как будто бы сам в горах побывал, так здесь дышится», хотя это же в выставочном зале в 110 квадратных метров размещены эти фотографии, а впечатление у людей было, что они сами побывали в этом походе. Ну вот кроме этого проекта у нас всероссийский проект был «Хакасия глазами российских художников». Мы представляли этот проект на выставке, посвященной 6-му международному форуму по сохранению историко-культурного наследия. Кроме того, у нас уже 5-й раз стартует проект «Всероссийский пленэр», когда художники приезжают в Хакасию со всей России на пленэры и пишут нашу замечательную Хакасию, наши пейзажи, исторические места, пытаются поймать неуловимый свет, который в Хакасии совершенно особенный воздух. И затем мы эти работы пленэрные мы выставляем в нашем Хакасском национальном краеведческом музее. Кроме того, в 2016 году у нас около 60 выставок уже прошло, и 27 из них передвижные. То есть только экспонировать на нашей территории, это значит ограничиться аудиторией Абакана, либо гостями нашей столицы. Мы стараемся вести очень активную передвижную деятельность, поэтому 27 выставочных проектов, самые крупные из них и уже объехавшие пол России, не побоюсь этого слова, это 2 проекта «Петроглифы Хакасии». Этот проект был нами сформирован и запущен в работу в 2010 году. И вот уже фактически 6 лет этот проект побывал во многих городах. По-моему, он всегда пользуется особой популярностью. Всегда пользуется особой популярностью, потому что, хотя мы говорим, что это копии наскальных рисунков, сделанные Владимиром Феофановичем Капелько, но это контактный метод копирования, когда накладывается на скалу миколентная бумага специальная, и техникой вот точного копирования она вбивается в скалу и потом покрывается, ну, не неким каким-то покрытием темным. Ну, вот Владимир Феофанович использовал Капелько типографский порошок, можно чабрецом потереть. И вот как дети монетки делают копии с монеток, вот на бумажку кладут, вот примерно таким же способом. И он сохранил для нас вот этой своей подвижнической деятельностью, сохранил для нас наскальные рисунки окуневской, тагарской эпохи Средневековья, которых сегодня уже нет в природе. Они уже утрачены, потому что строилась Аяно-Шушенская ГЭС, много ушло под затопление. И вот рисунки со скал Тубы и Енисея, они сегодня не существуют. А у нас они есть. И то, как мыслили древние художники, то, какими категориями они мыслили, как они видели космос, мы это можем в этих наскальных рисунках увидеть. И, конечно же, для нас это не является новинкой для хакасской публики, а для публики в Москве, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Рязани. Это, конечно же, удивительный пласт культуры. А сейчас петроглифы Хакасии находятся у нас? Петроглифы Хакасии у нас с триумфом отработали в Республике Крым, в Бахчисарайском историко-архитектурном музее-заповеднике. И вот сейчас эта выставка вернулась. Вернулась. Да. То есть можно прийти и посмотреть ее? Нет, она у нас хранится в фондах. То есть после каждого экспонирования выставка должна некоторое время отдохнуть. Так. То есть ее нужно привести в порядок, поскольку любое экспонирование – это некая нагрузка на экспонаты. Поэтому мы ее приводим в порядок, она отдыхает, и потом через некоторое время мы ее снова экспонируем. Но это передвижная выставка, не стационарная, поэтому она хранится сейчас в фондах. Ясно. Ольга Геннадьевна, давайте поговорим о новом здании музея. Ведь это будут и новые выставочные проекты. Вот какая стратегия? Во-первых, первоочередная задача, которая сейчас перед нами стоит, это закончить этап научного проектирования. Что такое научное проектирование в экспозиции? Это подготовка научной концепции
выставки, то есть что это такое будет, по какому принципу будут определены экспонаты, какие комплексы, подкомплексы будут, что мы хотим сказать этой экспозиции. Это научная концепция. Затем пишется так называемая структура экспозиции. То есть там уже полностью по комплексам расписывается, чем он будет, этот комплекс, показываться, какими сопроводительными текстами. И дальше работа продолжается над тематико-экспозиционным планом, так называемый ТЭП, вот в нашей терминологии. Это когда каждый сантиметр экспозиции прописывается, какой экспонат будет, на какой цветовой подложке это будет находиться, какой сопроводительный текст будет, какая этикетка будет. И все полностью в этом документе прописывается. Вот сейчас идет работа над вот этой научной составляющей. Однако параллельно у нас есть партнеры, с которыми мы работаем. Параллельно идет работа и по архитектурно-художественному проектированию. То есть мы со своей стороны делаем научную часть, научные сотрудники Хакасского национального краеведческого музея. А художники, они делают свою часть, то есть как они представляют это, как это должно выглядеть. У нас уже совершенно четко определены зоны ответственности экспозиционеров. Мы знаем, на каком этаже будет расположен зал «Природное богатство», где будет находиться археологическая составляющая. Мы в этом здании решили посвятить достаточно большой объем площадей 20-му столетию. Поскольку в старом музее у нас нет такой возможности в связи с отсутствием площадей, в новом музее мы хотим вот этой нашей героической истории, Советскому Союзу, победе в Великой Отечественной войне, вообще военным конфликтам и переходу вот к рыночной экономике уделить большое внимание. Вот наши зрители смогут увидеть такую трактовку, нашу трактовку 20 века. Ну и, конечно же, наши жемчужины – это археологическая коллекция, этнографическая коллекция, коллекция антикварной мебели, живописи и скульптуры 16-19 века Ирины Николаевны Карачаковой-Картиной. Это будут отдельные комплексы, большие, с интерактивом, с современными технологиями, рассчитанные на любую аудиторию. И можно будет прийти туда с ребенком, и ребенку 3-летнему будет интересно. И можно будет с ученым подойти к нашей экспозиции и увидеть тоже для себя что-то совершенно новое. Мы думаем, что мы справимся с этой задачей. И кроме стационарных экспозиций, обязательно будет активная выставочная деятельность. То есть мы будем продолжать активно сотрудничать с субъектами Российской Федерации для того, чтобы на наших площадках представлять различные коллекции самых разнообразных музеев. Например, в рамках международных форумов, которые сейчас проходят в Хакасии, заключаются соглашения о культурном сотрудничестве, и в рамках этих соглашений мы обмениваемся выставочными проектами уже неоднократно с государственным, например, Центральным театральным музеем имени Алексея Александровича Бахрушина. То есть, наконец-то у нас появится такая возможность, чтобы столько выставок сразу увидеть в одном месте, да? Да. Мы очень дружим с музеем, историко-архитектурным музеем-заповедником «Рязанский Кремль». И сейчас у нас в музее выставка из фондов этого музея-заповедника называется «Рязанское узорочье». У нас очень хорошие отношения сложились с Музеем декоративно-прикладного искусства город Москва. Кроме того, у нас экспонировались предметы из фондов Государственного исторического музея 2 года назад. Поэтому я думаю, что самые радужные перспективы нас ждут в новом здании музея. Ну, а некоторые наши задумки, пусть они останутся с сюрпризом, секретом, для того, чтобы потом удивить наших зрителей. Ольга Геннадьевна, я благодарю вас, что выделили время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо.